Сегодня мы покажем вам, что сейчас происходит в крупнейших наших госпиталях, медперсонал которых уже валится с ног. К сожалению, идет рост буквально по всем статьям. И многим на это нужно смотреть, чтобы не терять связи с реальностью. Третья волна, 7-я больница и новый штамм «Дельта», бьющий безжалостно все наши карты. Мы кладем по 50-60 человек в сутки. Это тоже очень много. Для нас это очень много. Тем более госпиталь сократили до 220 коек. А у нас лежит по 250, по 240 человек. Наталья Петровна, ну вот мы прошли по госпиталю несколько этажей. Я не видел ни одной свободной койки. Это да. Вы так давно, да? видели даже людей в коридорах. Даже не хватает коек, поэтому мы кладем их временно в коридор. У нас есть больница «Спутник». Каждый день переводим 12-ю курбольницу. По 10, 12, 20 человек и заполняемся вновь. 230 коек. Пока. Кто его знает, что дальше? Если 50 в сутки, то придется, наверное, расширяться. Дельта. Инфекция, разветвляясь, несет нас в совсем уж открытые воды со сложным течением. И у спасателей все меньше средств для спасения. Мы всегда боролись лишь со следствиями, но сегодня почти нет ответа даже на такую терапию. Новые штаммы, которые для врачей сродни новым болезням, опережают все наши усилия. Мы ощутили это на себе, третью волну. Пациентов с каждым днем становится все больше и больше. Видим то, что произошла мутация вируса. Пациенты к той терапии, которая прописана в рекомендациях, к ней, к сожалению, они резистентны. То есть лекарства не работают? Лекарства, да, они не работают. Намного тяжелее протекает, уменьшился инкубационный период. Мы видим то, что пациент заболел, и у него буквально через пару дней уже появляется КТ-1, КТ-2. За 3-4 дня мы даже встречаем то, что и КТ-4. Вот еще вот, пожалуйста, привезли с палаты. Они просто лежат в палатах, потом бах, как будто что-то там молниеносно. Очень агрессивный вирус. Вот этот последний вирус, да, это вот просто невероятный. Такое течение быстрое. Вот опять как в том году началось. И в палатах умирают. настолько стал агрессивен вирус и настолько быстро ухудшается состояние пациентов, что нам, врачам, становится страшно. А главное, правило COVID-19 нет никаких правил. Если раньше мы говорили, то, что болеют только пожилые люди с хроническими заболеваниями, сейчас вы видите, болеет молодежь. То есть никаких правил нет. А болеют беременные. Беременных стало больше. Вот если раньше у нас 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, сейчас их лежит 25 человек. И они тоже очень тяжело болеют, теряют своих детей, будущих, не родившихся. РКБ. 250 человек уже сегодня. Идет рост. Количество обращений в сутки до 150, госпитализация 50. От КТ-1 до КТ-4 буквально один шаг. Порой лишь несколько часов. Мы обязаны произнести то, что произносить не хочется, то, что не принято произносить. Большинство из тех, кого вы уже видели в эти несколько минут, из тех, кого вы сейчас видите в реанимациях, не выживут. Смертность – это тот самый критерий, который необходимо учитывать при любых сомнениях в отношении вакцин. Смерть не приходит к тем, кто заранее доверился этим врачам. На весь госпиталь РКБ наберется лишь несколько привитых больных, и каждый из них покидает госпиталь самостоятельно. Что бы вам ни говорила двоюродная подруга мужа сестры ваших знакомых, которая якобы здесь работает. Если даже вакцинированный человек заболеет, он гарантированно от ковида не умрет. А он гарантированно перенесет это заболевание намного легче. И вот здесь в реанимации его вряд ли встретишь. И в реанимации 100% таких пациентов нет. В госпиталях нет и скептиков в отношении вакцин. Здесь это быстро проходит. Но вы не были среди этих, которые отрицают? Нет? Нельзя так однозначно утверждать. Тоже были, да? Тоже не верили? Ну, думала, обойдусь.
То есть мы не привыкли доверять врачу, но мы привыкли доверять Ютубу, например. То есть и самолечением будем заниматься. Вот. То есть эти моменты усугубляют очень сильно нашу агитацию, информацию, да, и человека в корне передает информацию с другому, к соседу совсем иной, нежели она на самом деле есть. Вот моя мама всегда говорит, все надо делать вовремя. Вот, вовремя проснуться, вовремя на работу пойти, вовремя спать лечь. Я хочу сказать, что вакцинироваться тоже надо вовремя, обязательно. Не надо ждать чего-то, да, гром среди ясного неба, как обычно. Надо все делать вовремя. Многие не успели. Вот тут вот больше половины, кто лежит у нас в стационаре, не успели вакцинироваться. Привитые они есть, это единицы, но они в основном они не доходят до реанимации. Они все проходят через палату. Они более в легкой форме болеют и уходят благополучно домой. Люди умирают семьями, поэтому врачи пришли уже и в наши дворы даже. Дошли буквально до нашего порога. Те, кто не вакцинировался, сейчас очень многие, к сожалению, находятся в ковидных госпиталях или лечатся амбулаторно. Раскаяние приходит, но, к сожалению, оно приходит очень поздно.